Кулинарное искусство, как часть национальной культуры народа, несет на себе отпечаток соответствующей эпохи. Традиций народа, научных достижений, образа жизни и уровня достатка. Несомненно, кульминация искусства кулинарии – это дни национальных торжеств и массовых праздников. Именно в это время широко демонстрируется мастерство кулинаров и обеспечивается благосклонное внимание публики. Известно, что у каждой нации своя философия еды. Проявляется она, как правило, в главных, самых известных праздниках. У русских это масленица с блинами, у французов молодое вино Божоле, у немцев пиво, у швейцарцев сыр, у американцев индейка на День Благодарения. У татар сабантуй, праздник плуга. Сабантуй – самый почитаемый и веселый татарский праздник. Праздник окончания полевых работ. Игры и соревнования традиционно сопровождаются обильными дегустациями национальной выпечки и, образно говоря, купанием всех желающих в тазиках с катыком. Город, названный в честь казана, Казань, не просто крупный населенный пункт одного из регионов России. Находясь на пересечении караванных путей Востока и Запада, Казань со своей древней, теперь уже более чем тысячелетней историей, всегда представляла собой геополитический, религиозный центр евразийского сообщества. Географическое положение и религиозные каноны обусловили и характерное развитие татарской кулинарии. Раньше угощение, такое как на Сабантуе, не было обыденным для татарских семей. Знаменитые беляши, треугольники, чак-чак или губатья готовились лишь на празднике. Сегодня это обычная еда жителей республики. Вкусная, полезная и чрезвычайно питательная. Вот это последнее обстоятельство, к сожалению, негативно влияет не только на внешний вид любителей татарской кухни, но и на здоровье нации. Появилось даже ошибочное мнение, что татарская кухня вообще вредна для здоровья. Это мнение основано на недостатке знания о истинном положении дел в татарской кулинарии. Придают большое значение не только медики. Общественные деятели и творческая интеллигенция, политики и предприниматели, государственные служащие и студенты. В общем, всем вполне очевидно, что от внешнего вида человека зависит не только настроение, но и реальные доходы общества. Образно говоря, чем красивее люди нас окружающие, тем эффективнее функционирует общественный организм. Здоровая пища для здорового человека – это пища разнообразная и сбалансированная. А что касается разговоров о вредности кухни того или иного народа, то они беспочвенны по своей сути. Во всем мире в последнее время существует устойчивая тенденция к здоровому питанию, ибо в конечном счете кухню, как и культуру в целом, формируют наследники народа. Понятия же культуры всегда относительны и обусловлены исторически. Наш рассказ о современной татарской кулинарии, вкусной и безопасной для здоровья. Так. Сейчас мы добавим чуть-чуть кипяченой воды и закроем крышкой на 10 минут. Пока у нас мясо тушится с овощами. Приема пищи. Если верить кулинарному консультанту Ринату Галиакберову, вкусную и полезную еду любой мужчина, обладая минимальными кулинарными навыками, может легко приготовить себе сам. К примеру, на изготовление 5 видов сока, разумеется, при наличии блендера и соответствующих ингредиентов, у него ушло всего несколько минут. На блинчики, вкусные и полезные, чуть больше, но оно того стоило. Любая трапеза по правилам начинается с напитка. И желательно, чтобы эти напитки не только радовали глаз, но и несли нам здоровье. Да, цветовая гамма здесь еще присутствует. Нам нравится, да, ведь мы не берем какие-то серые вещи. Они, во-первых, несут нам по внешнему виду даже интересно смотреть на них. Зеленый, красный, желтый. Если мы берем зеленый напиток, да, то есть, согласитесь, это зелень, это жизнь. Соответственно, хочется зелененького и покушать. Жизни хочется, да, ведь? Вряд ли мы будем есть серое какое-то, непонятное. Если это желтенькое, у нас впечатление какое? Утро, солнце, да? То есть опять... В Татарстане как хлебом-солью встречают гостей и уникальная халва талкыш-калеве.
порция неприлично вкусных маленьких конусов из муки, меда и масла, похожих на спрессованную сахарную вату, исчезает за пару минут, и сразу хочется добавки, а потом еще и еще. Рецепт приготовления этого национального блюда и прост, и сложен одновременно. Простые ингредиенты в него входящие – это сахар, мед и вода для сладкой массы, и сливочное масло и пшеничная мука для альбы. Но очень непрост процесс приготовления. Как сказал шеф-повар Дома татарской кулинарии, лауреат и призер многих кулинарных конкурсов Ренат Гайфуллин, толкышка На оливковом масле. Сначала лук. Затем болгарский перец. И обжарим где-то пару минут. Затем сюда добавим середину тарелки. Сливки выпарились. Кладываем на тарелку. Оставшимися сливками. Так. И края тарелки красим паприкой. Блюдо у нас готово. Приятного аппетита! Хотя каждая из этих приправ по-своему вкусна и оригинальна. Но это не аджика. Настоящая аджика делается на основе красного или зеленого острого перца, чеснока и соли. Это базовые компоненты, которые тщательно перетираются с добавлением кориандра и различных специй в однородную массу. Важное замечание. Семена из перца не удаляются. В них вся целебная сила продукта. Обычно главная составляющая аджики – красный жгучий перец, который придает этой приправе темно-красный цвет. Многие из-за этого ошибочно полагают, что в состав аджики входят помидоры, но это не так. В настоящей аджике помидоров не бывает. Вершиной восточного кулинарного искусства испокон веков по праву считался плов. Историки утверждают, что название дал плову великий ученый Авиценна Ибн Сина. И название это, звучащее как «полов-ош», аббревиатура, входящих в него 7 основных компонентов, целебные и питательные свойства которых известно с давних времен.